Благодарю организаторов конференции за предоставленную возможность представлять Камчатский край на данном мероприятии. Камчатский край характеризуется, энергетика Камчатского края характеризуется абсолютной изолированностью от энергетической системы России. В энергосистеме нет маневренных энергоисточников, все электростанции являются базовыми. Основной потребитель – это население, отсутствует крупный потребитель, крупный промышленный потребитель, из-за чего есть определенные трудности. И при сравнительно высокой площади численность населения низкая и плотность населения низкая, что говорит, в общем-то, о больших расстояниях между населенными пунктами и сложной транспортной доступностью до некоторых из отдаленных. Следующий слайд, пожалуйста. Характеристика энергосистемы. Энергосистема состоит из центрального энергоузла, в составе которого сегодня работают две камчатские ТЭЦ, уже переведенные на газ в 2010 и в 2012 году. Мутновские гидроэлектростанции мощностью 62 мегаватта, а также Каскад-Толмачевских ГЭС 45 мегаватт. Изолированные энергоузлы характеризуются в основном использованием дорогостоящей дизельной генерации, но также присутствует у нас и малая ГЭС, Выставинская малая ГЭС, Полужецкая гидроэлектростанция и уже построенная в селе Никольская ветровая энергетическая установка, ветровая электростанция. Для начала хотелось бы рассказать о проектах, которые возможны, реализация которых возможна на территории Камчатского края с учетом наличия большого потенциала различных видов возобновляемых источников энергии. Это такие, как геотермальные источники, гидроресурсы, ветровой потенциал. На сегодняшний день в рамках стратегии развития энергетики Камчатского края рассматриваются варианты строительства крупных ГЭС, например, на реке Жупаново и на Кранотской, на реке Кранотской ГЭС, это в Кранотском заповеднике. Строительство ГИАЭС большой мощностью. Также рассматривался вариант строительства плавучей атомной электростанции, использование ветроресурсов и использование энергии приливов. Одним из крупных объектов это у нас строительство Мутновской ГЭС на площадке Мутновского геотермального месторождения. Сегодня потенциал месторождения позволяет нам увеличить мощность данной станции еще на 50 мегаватт. Но при этом необходимо учитывать, что при строительстве данной электростанции необходимо будет также произвести строительство линий электропередач до подстанции Авача с целью обеспечения надежности энергоснабжения, так как на сегодня существующая линия находится в аварийно-опасной зоне. Затем рассматривались варианты строительства энергоблоков с использованием вторичного пара на Мутновских гидроэлектростанциях. Первые варианты были два энергоблока по 6 мегаватт, затем было предложено строительство двух энергоблоков по 4 мегаватт на вторичном вскипании и двух энергоблоков по 2,5 мегаватт, это бинарного цикла. Там в качестве рабочего тела используется низкая температурно кипящее вещество, например, фреон сегодня используется. Данные инвестиционные проекты, в общем-то, ОАО «Русгидро» были включены в инвестиционную программу, но в связи с тем, что сегодня центральный энергоузел в 2 раза мощность установленная мощность генерирующего оборудования в 2 раза превышает существующую нагрузку на экономической целесообразности строительства дополнительной генерации, пока что нет.
в отсутствие потребителя. Затем осуществлено строительство уже каскада Толмачевских ГЭС, 3 ГЭС различной мощностью, на различной высоте, деривационного типа, общей мощностью 45 мегаватт. В то же время возможен еще дальнейшее строительство 4-й ГЭС, нижний, на 10 мегаватт. Но тоже требует дополнительной проработки экономической целесообразности. С целью увеличения нагрузки на существующее оборудование и закольцовки нерентабельных дизельных электростанций, подключения к центральному энергоузлу, также рассматривается проект по строительству ВЛ Милька-Усть-Камчатск, благодаря которому планируется произвести закрытие 4 неэффективных ДЭС и подключить 9 населенных пунктов, которые сегодня изолированы и потребляют электрическую энергию в основном от дизельной генерации. Данный проект сегодня находится в стадии проектирования. ОАО «Дальнеэнергосеть» осуществляется проектирование. Затем хотел рассказать о проекте. Это использование геотермальных ресурсов с целью для отопления. В настоящее время недалеко от солительной территории Верхнепортунское месторождение геотермальных вод обладает ресурсом 250 литров в секунду при средней температуре 80 градусов Цельсия. Самоизливом, в общем-то, можно получать данный ресурс. Рассматривались варианты строительства водовода в город Елизово, это расстояние 50 километров, затем Вилючинское, это порядка 30 километров, но сегодня наиболее такой актуальный и всерьез рассматриваем это в целях развития Паратунской рекреационной зоны, использовать в селе Паратунка расстояние там составляет 12 километров, что обеспечит минимальные инвестиции и потери при транспорте. Затем сегодня уже реализован проект строительства бинарной установки на Полжецкой ГЭС. Мощность ее 2,5 мегаватт. Строительство уже основных мощностей осуществлено. В настоящее время ведется доработка автоматики и пусконаладочной работы. Данный проект, в общем-то, позволит нам в перспективе использовать потенциал сбрасываемого сепарата и повысить надежность энергоснабжения населения в Озерновском энергоузле. Это изолированный энергоузел. Также в изолированных энергоузлах Камчатского края в рамках заключенного соглашения с ОАО «РАО Энергетическая Востока» в июле 2013 года о взаимных действиях по развитию данного направления ОАО «Передвижная энергетика» осуществляется комплекс мероприятий по строительству ветроэнергетических установок на территории. В настоящее время уже построено в Селе-Никольском 2 ветровые установки мощностью 275 киловатт и в поселке Усть-Камчатск 1 установка также мощностью 275 киловатт. Основные критерии выбора именно оборудования были приближены, то есть оборудование выбиралось максимально приближено к нашим географическим особенностям региона, к сложной транспортной доступностью, поэтому с точки зрения монтажа, возможности монтажа оборудования, те же крановые установки, которые необходимы для монтажа этого ветряка, они сравнительно невысокой грузоподъемностью, до 15 тонн требовались. Также обращали внимание на климатические особенности, это температурный диапазон атмосферного воздуха, сейсмическую активность, ну и на скорости ветра. В настоящее время прорабатывается в дальнейшем реализация строительство ветроэнергетических установок в отдаленных населенных пунктах, это Телички, Палан, Осора, Пахачи и Манила-Каменская. Сегодня осуществляется измерение ветрового потенциала в данных населенных пунктах. Также
В 2014 году Камчатским краем совместно с ООО «Ранго-Электрическая Востока» и передвижной энергетикой была проведена работа по, проведена работа по согласованию и подписанию декларации намерений в области разработки возобновляемых источников энергии с японской правительственной организацией по разработке новых энергетических и промышленных технологий, а также был подписан меморандум о взаимопонимании с японскими компаниями Mitsui Company и Kamai Caltech, в рамках которого планируется строительство 3 ветроэнергетических установок по 300 киловатт, производство фирмы Камай. Первым этапом это проектирование и поставка 2 ветроагрегатов, практического исполнения до 2014 года. В рамках второго этапа это проектирование и поставка 1 ветроагрегата в практическом исполнении, но уже с организацией системы утилизации излишков электрической энергии. В заключение хотелось бы добавить, что также на территории Камчатского края прорабатываются вопросы строительства гидроэлектростанций, электростанций небольшой мощности. Это на реке Калавле, Росош, Накенкиль. Силами сегодня эти технико-экономические обоснования осуществляются силами ОАО «Южные электрические сети Камчатки», которые эксплуатируют основную генерацию в изолированных энерговузлах Камчатского края. В целом, благодарю за внимание.